В Театре оперы и балета вновь премьера. В дни школьных каникул и новогодних праздников на сцене балет «Доктор Айболит». Это уже 6-я постановка для детворы. Как говорят авторы, к этому балету шли долго. Процесс подготовки начался в сентябре. И вот премьера. Со 2 января на сцене каждый день будут давать «Доктора Айболита». Что примечательно, в спектакле заняты исключительно дети от 11 до 17 лет. Мне кажется, что это хороший подарок для наших казанских зрителей. Это веселая детская музыка, это потрясающая сказка, это великолепные костюмы и на сцене дети, работающие с потрясающей самоотдачей. Окунуться в доисторическую эпоху сможет каждый, кто посетит выставку «Ледниковый период». Мамонты, рексы, палеозавры. Экспонаты прибыли из Санкт-Петербурга. Фигуру везли на большой фуре. Выставка будет экспонироваться в Национальном музее около месяца. Кураторы говорят, что гигантские фигуры особенно приводят в восторг детей. Фигуры здесь на выставке доисторические животные и динозавры, тематика. То есть все фигуры объемные, все двигаются, рычат. Также на выставке представлена еще интерактивная игротека, то есть каждый ребенок может прийти, поиграть, порисовать, ну и со всеми фигурами можно пофотографироваться. Выставка одной картины. В Международном институте антиквариата во время новогодних каникул выставляется полотно голландского художника 17 века Яна ван Дуйца «Поклонение пастухов». Каждый четверг любители старинной живописи смогут воочию увидеть мировой шедевр и услышать историю полотна. Наша выставка продлится до конца января. Экскурсии будут проводиться каждый четверг в 13:00 по предварительной записи. Вход абсолютно свободный для самой широкой публики. Татарский академический театр имени Галиаскара Камала работает в праздники в обычном режиме и ждет своих зрителей. Гостей ожидает много премьер и полюбившиеся спектакли. Что касается театра имени Качалова, то и здесь в выходные предполагается весьма насыщенная программа. Будут и детские спектакли, премьеры нынешнего сезона и полюбившиеся спектакли. Так что скучать в новогодние каникулы не придется. Юлия Гоголева, Елена Новгородцева, Елена Зыкова, столица.